Галина Иннокентьевна, здравствуйте. Здравствуйте, Асена. Ну Здравствуйте. что ж, стартовала 7-я по счету осенняя сессия 8-го созыва. Расскажите, пожалуйста, какие задачи стоят перед парламентариями и на сегодняшний день в нынешних реалиях какие приоритеты? Может быть, мы с вами немножко вернемся к весенней сессии, учитывая, что весенняя сессия была достаточно тоже напряженная. Мы в период весенней сессии Государственной Думы был принят 331 закон, большой блок законов, которые направлены именно на меры социальной поддержки. Это касается вопросов и поддержки семей военнослужащих специальной военной операции, военнослужащих, это касается и пенсий военнослужащих, выплаты 2 пенсий детям-инвалидам, инвалидам с детства, где есть погибшие участники специальной военной операции, повышение пенсий для военнослужащих и, конечно же, достаточно серьезный блок социальных мер поддержки. То есть социальная сфера, она всегда была в приоритете вот весенней сессии. Я хочу остановиться на нескольких вопросах, которые на самом деле волнуют наших граждан, избирателей, жителей нашей республики. Индексация страховых пенсий. Это и для работающих пенсионеров, и для неработающих пенсионеров. Страховая работающим и неработающим с января 2025 года, социальные пенсии будут индексироваться с апреля месяца. Есть вопросы, и в принципе урегулировали это молодые мамы. Был принят закон о том, что если молодая мама желает вернуться в профессию до истечения срока по уходу за ребенком 1,5 лет, то по действующему законодательству она не получала пособий. Сейчас принято решение о том, что если мама возвращается в профессию до истечения 1,5 лет, она будет получать и пособие. Вопросы, которые урегулированы законодательством, работодатель не имеет права одинокой маме, которая имеет ребенка до 16 лет, расторгать с ней трудовые договоры. Это касается, и если это не только мама, если это будет другой родитель, те, которые одиноко воспитывают детей. Помните, наверное, Асена, вот эту ситуацию, которая у нас возникла в этом году в связи с летним отдыхом и оздоровлением наших ребятишек, которые были из семей участников военной операции направлены именно в летние лагеря на море, Краснодарского края. Это не только вопрос возник по нашей территории. Проанализировав все нормативно-правовые акты, выяснилось, что это направление курирует и обеспечивает взаимодействие 12 министерств и ведомств. Плюс существуют базовые законы и есть около 500 подзаконных актов. Получается, что сейчас именно летние лагеря, которые сегодня есть, они вообще-то должны были быть в общем реестре и с точки зрения безопасности, и с точки зрения методологических. Мы ведь говорим о том, что это летний отдых и оздоровление. Тогда здесь возникает вопрос, насколько мы можем обеспечить воспитательную часть в лагерях, в которых отдыхают наши дети. Вот эта вот тема в Госдуме обсуждали на 3 профильных комитетах и проводили правительственный час в новом формате. То есть теперь предлагается изменить подход к правительственным часам не в виде самоотчета министра, а в виде выявления вот проблемы точно в той или иной сфере и, конечно, ее вот решение. То есть это важное изменение именно очень важное. 7-й осенней сессии? Да, это важное изменение, которое сейчас уже реализуется уже вот в осеннюю сессию. Мы уже провели правительственный час по летнему отдыху и оздоровлению детей. Пришли к выводу, что требуется подготовить единый системный закон, который будет регулировать вопросы отдыха и оздоровления детей, включая туда все, вплоть до системных подходов по стоимости путевок, вплоть до информирования родителей, где будут лагеря. Соответственно, появятся какие-то стандарты, да? Да, речь как раз идет о стандартах. Законопроект, который предложили все-таки подготовить, он должен неким быть рамочным, где будут прописаны все понятия, все контрольные, надзорные функции, все те интернет-ресурсы, где будет размещаться информация. И чтобы не было, что в одном
лагерей, но которые относятся к системе ведомственной какой-то, путевка стоит там одну цену, а в лагере муниципальном она стоит другую цену. В общем-то, пришли вот к этому мнению. Это достаточно серьезное изменение именно формата Государственной Думы, работа по правительственным часам. А если говорить о тех приоритетах, о которых вы говорите, чтобы мы вернулись к нашей теме разговора, вот первое, конечно, это, безусловно, выполнение послания президента Российской Федерации. Это поддержка семей с детьми, участников специальной военной операции, сами участники военной операции, наши ребята. Вот это вопрос у нас всегда в приоритете остается. На сегодняшний день уже принято 122 закона. Кроме того, 20 законов у нас находится на рассмотрении. Один еще из приоритетов – это совершенствование миграционной политики. Вот над этим сейчас парламент серьезно работает. Это тоже одно из направлений, которое вот будет предметом обсуждения законопроектов осенней сессии. Уже как бы принято одно направление. Сейчас это усиление федерального госконтроля по миграционной политике. И уже на выходе находится ряд законопроектов по повышению ответственности. Фиктивные браки, фиктивное отцовство для того, чтобы установить. Это посреднические организации, которые участвуют, когда мигранты сдают экзамены по языку. Это штрафы, вплоть до уголовных дел, вот в эти вопросы будут смотреться. И, конечно, основной, наверное, вопрос – это принятие законопроекта о федеральном бюджете на 2025 и 2026-2027 годов. И нам безумно интересная тема, потому что непосредственно ваш комитет уже приступил к разработке бюджета. И расскажите, пожалуйста, каким все-таки будет главный федеральный документ нашей страны и какие отличия, может быть, есть у нынешнего документа с предыдущими? В принципе, если говорить о таких отличиях, переформатированы, они у нас закончились с 2024 годом, национальные проекты, которые погружены в государственные программы. На сегодня национальных проектов у нас с вами в проекте закона о федеральном бюджете 19. В горизонте шестилетки это составляет около 40 триллионов рублей. Если говорить о параметрах, возьму 2025 год, дефицит бюджета 0,5 внутреннего валового продукта, 40,2 триллиона рублей – это доходы, и 41 с копейками триллионов – это расходы. В основном все социальные обязательства, которые заложены в законе о федеральном бюджете, они будут выполнены в полном объеме, как я уже говорила, и итоги 2024 года все социальные обязательства будут выполнены в полном объеме. Плюс вот основные три направления, которые сегодня есть, это социальные обязательства в полном объеме, это поддержка у семей с детьми и участников военной операции, то есть это обороноспособность нашей страны, безопасность нашей страны и технологический суверенитет. Поддержки экономики – это технопарки, индустриальные парки, промышленные парки, это и авиастроение, это и вопросы как бы транспорта. Все эти вопросы, которые необходимо как бы решать с точки зрения хоть и напряженного, с вызовами серьезными бюджета, они в законе о федеральном бюджете есть. При этом доходы бюджета 2025 года идут с ростом по сравнению с 2024 годом, запланированы. Межбюджетные отношения с точки зрения подходов, они сохраняются. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, поддержка субъектов на повышение оплаты бюджетного сектора экономики. И это, конечно, объемы, которые давались на инфраструктурные проекты. Понятно, это жилье и инфраструктура. Очень серьезное внимание уделяется снижению государственного долга субъектов Российской Федерации. И к 2030 году он должен все-таки снизиться 14-15%. Немного хочу остановиться вот как раз на теме строительства жилищно-коммунального хозяйства. Да, заложены средства на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. Эта тема остается расселение граждан из аварийного жилья. И вопросы, связанные с продлением ипотеки, поддержка, как бы возмещение процентных ставок, семейная ипотека, выплаты для семей многодетных
450 тысяч. И, конечно, достаточно серьезная поддержка именно семей с детьми и мам. Это вот увеличение размера по больничным листам, изменения есть по беременности и родам. Вот эти вот вопросы будут решаться. В проекте закона о федеральном бюджете также остаются те приоритеты, поставленные президентом с точки зрения строительства школ, строительства детских дошкольных учреждений, капитальный ремонт школ, дополнительно появляется капитальный ремонт дошкольных учреждений, сохраняется также программа и проект по модернизации первичного звена здравоохранения, она будет также продолжена. И вот эти вот вопросы, которые связаны. Но, конечно, самое важное, что средства предусматривается на поддержку экономики и на промышленные проекты, и наука, технологии, и молодежь, и дети. И у меня остался к вам один последний вопрос. В эту осеннюю сессию на что будет направлен основной фокус вашего внимания? Если исходить непосредственно из того, что я являюсь членом комитета по бюджету и налогам, конечно, мы будем заниматься госпрограммами, графики, планы уже есть. Вот я вам, Асина, уже показывала, как мы будем напряженно работать следующую неделю. Сейчас без выходных. Без выходных. У нас на самом деле в портфеле еще есть несколько законопроектов, которые наши, как бы вот мои законопроекты, и они сегодня находятся в ходе как бы обсуждений и консультаций. Это вот внесение изменений в закон о недрах, это касается как бы взаимоотношений с недропользователями. Это вопросы, связанные с внесением изменений в закон о драгоценных металлах, драгоценных камнях, уточнение есть. Проект, где мы являемся участниками, это вопросы совершенствования миграционного законодательства. Конечно, это все параллельно будет с тем, что будет напряженная работа над федеральным законом о федеральном бюджете на трехлетку. И взаимодействие с правительством республики в рамках погруженных мероприятий, которые необходимо нам получить. Потому что есть ряд вопросов, которые мы не дорешали. Вопросы, связанные с берегоукреплением города Верхоянска. Висит у меня вопрос, связанный со сбором бивней мамонта. Он все равно есть, мы им занимаемся. Тяжело идет, но мы этот законопроект не оставили. И, конечно, подготовка правительственных часов. Любая подготовка, любая проблема по правительственному часу, мы вопросы, которые мы согласовываем с правительством республики, мы их все озвучиваем. Совместными усилиями с правительством, под руководством главы республики, у нас, надеюсь, все должно получиться. Предстоит плодотворная работа. И спасибо большое, что ответили на наши вопросы. Спасибо. Спасибо. Всего доброго вам. До свидания. Спасибо.